Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер выслушал обвинительный приговор Сыктывкарского суда. Экс-губернатора признали виновным в должностном преступлении при незаконном выделении земельных участков под застройку в центре столицы бывшему правделами главы строительному магнату Александру Альшевскому. Подписал документы мэр Иван Поздеев, но дал ему команду по версии следствия именно Гайзер. Позиция фигуранта та же. Он считает себя невиновным. В уголовном деле разбирался Евгений Стокос. Небольшая одышка от подъема в сопровождении конвоя на 6-й этаж Сыктывкарского суда. Впрочем, Гайзер, тем не менее, приветлив и охотно отвечает на вопросы журналистов. Многие из них 4 месяца подробно освещали процесс. В том числе публиковали показания свидетелей, которые на стадии следствия полностью изобличали экс-губернатора, а в суде отказались от своих слов, ссылаясь на давление со стороны правоохранительных органов. Я уже говорил в своем последнем слове, что я считаю, наверное, главным именно то, что вот в ходе этого судебного процесса очень многие люди, те, кто в свое время поддался давлению, оно было понятно, очевидно, тем не менее нашли в себе, мужество, наверное, сказать правду вот здесь. И, наверное, это самое главное, что люди, в моем понимании, как вот я вижу, все-таки как-то смогли с себя сегодня уже стряхнуть этот страх, да? Как-то научиться вспоминать о том, что все-таки здравый смысл в первую очередь должен, да, везде стоять во главе угла. Вменяемое Гайзеру преступление относится к событиям 6-7-летней давности. Гендиректор и совладелец компании «Деловой альянс» Александр Альшевский, бывший управделами главы Коми, был заинтересован в строительстве 2 жилых домов в местечке Кируль и на месте бывшего мини-рынка Торжок. По версии следствия, он попросил губернатора решить вопрос с мэрией по выделению дополнительных участков, причем по сниженной цене без проведения аукциона. Якобы для обслуживания зданий, которые были в аварийном состоянии и после пошли под снос. Против этого выступал тогдашний градоначальник Иван Поздеев. У него был свой интерес в конкурирующей строительной фирме. После одного из совещаний, проводимых в кабинете Гайзера, он попросил остаться главу администрации Поздеева. В ходе разговора также высказал ему пожелания Альшевского и дал, по сути, незаконное распоряжение. Поздеев ему разъяснял, что такая выдача земельных участков является незаконной, то есть поставил в известность об этом Гайзера. Но, несмотря на это, Гайзер настаивал на получении земельных участков по данному основанию, а Поздеев, по сути, подчинился данному распоряжению и в последующем подписал постановление. В итоге в 2013 и 2014 годах «Деловой альянс» получил 6 участков общей площадью в 7 с лишним тысяч квадратных метров и рыночной стоимостью в 11,5 миллионов рублей. Это в 4 раза дешевле. Городской бюджет недополучил почти 9 миллионов целковых. Иван Поздеев, угодив под следствие за земельные махинации в 2015 году, полностью признал свою вину, изобличил соучастников, в том числе экс-губернатора, и полностью возместил ущерб. Получил за это крупный штраф и условный срок. Спустя 5 лет он изменил показания по делу Гайзера, заявив, что оговорил его, находясь в состоянии стресса. Мол, бывший глава его ни к чему не принуждал. Радикальной смене показаний этого и других свидетелей суд дал свою оценку. Суд полагает, что изменение ими своих показаний связано с стремлением помочь Гайзеру избежать уголовной ответственности за содеянное. Изложенные свидетелем Кудиновым доводы о его допросе в состоянии депрессии, вызванном уголовным преследованием, оказание на него давления со стороны органов предварительного расследования, в связи с чем он оговорил Гайзера, также опровергаются материалами уголовного дела. В пользу экс-губернатора дали показания несколько бывших столичных депутатов. Они заявили, градоначальника избрал совет города и напрямую главе республики мэр не подчинялся. Этим доводам Фемида не поверила, считая, что мэр столицы был так или иначе в служебной зависимости у руководителя региона. Гайзер, настаивая на своей невиновности и рассчитывая на оправдательный приговор, с такой оценкой был не согласен. Я могу только одно сказать. Я не очень понимаю, зачем эти 4 месяца вот все это шоу шло, да? Если мы услышали, как обоснование приговора, просто обвинительное заключение и фразу о том, что все, что мы на суде слышали и исследовали, никакого значения не имеет. А имеет, оказывается, только то, что под давлением дали 5 лет назад 2 человека, от которых они сдерживали и отказались. Все, больше ничего не услышали.
1,5 года лишения свободы и 3-летний запрет на занятие государственных должностей. Таков приговор, от исполнения которого Гайзера освободили в связи с истечением сроков давности. Такой финал гособвинение предлагало еще в начале процесса, но подсудимый от него отказался, рассчитывая на маленькую, но, видимо, очень важную для себя моральную победу. Этот приговор, как, впрочем, и основной по большому делу, Гайзер планирует обжаловать во всех возможных инстанциях.